Состояние здоровья Аслана Георгиевича, его будущая инаугурация, дальнейшие взаимоотношения с Российской Федерацией, объявленная в мире пандемия в связи с коронавирусной инфекцией и многие другие темы были затронуты представителями СМИ в рамках пресс-конференции. Что касается инаугурации, то она пройдет на 30-й день со дня оглашения официальных итогов выборов, то есть 23 апреля 2020 года. Я себя чувствую удовлетворительно, чувствую себя хорошо. До официального вступления в должность я буду проводить консультации с разными политическими силами, группами. То есть идет рабочий обычный процесс, характерный для такого периода. Ничего особенного не происходит, поэтому в таком режиме будем идти к этой дате, к дню официального вступления в должность. Отвечая на вопрос о формировании нового кабинета министров, Аслан Георгиевич отметил, что на сегодня решен только вопрос, кто возглавит правительство Абхазии. Главой правительства будет назначен Анкваб Александр Золотинскович. Безусловно, по остальным кандидатурам тоже есть определенные решения, но я не хотел бы их сегодня озвучивать. Они будут озвучены тогда, когда придет время. Говоря о первых шагах на посту президента, Аслан Бжания отметил, что проблем в стране много, но вначале нужно уделить пристальное внимание формированию исполнительной власти. Главные шаги необходимо сформировать исполнительную власть. Это будут первые шаги, потом уже приступим к решению других проблем. Изменения коснутся и некоторых правовых документов, и оргштатное расписание в некоторых случаях будет пересмотрено. Это коснется и функционала определенных ведомств. В случае формирования новой оппозиции, как подчеркнул Аслан Бжания, руководство страны будет выстраивать с ней открытые отношения. Оппозиция нужна. Вы знаете, что я на протяжении 5 лет был одним из лидеров оппозиции. Многие процессы, которые там вызревают, они мне понятны. И, конечно же, вопросы, которые поднимались оппозиционерами, многие из этих вопросов не нашли разрешения. Часть вопросов может быть решена. Поэтому я намерен уделять работе с оппозицией пристальное внимание. Мы будем открыты. Аслан Георгиевич также высказал свое мнение по поводу правовых взаимоотношений органов законодательной и исполнительной власти. Сегодня в соответствии с нашими основными законами есть определенное разграничение полномочий между исполнительной властью и законодательной. Мы будем работать в рамках тех полномочий, которыми мы наделены. Но я неоднократно говорил, сейчас хочу повторить эту мысль. Любые преобразования, которые должны быть, безусловно, проведены в стране, требуют правового сопровождения. Я бы не хотел, чтобы на ключевые вопросы жизни и деятельности нашего государства, на решение ключевых проблем у парламента и исполнительной власти были разные точки зрения. Тема реорганизации и реструктуризации государственных ведомств также была поднята на пресс-конференции. Чтобы оценить работу и результаты ведомств, нужно время, отметил Бжания. Нам необходимо посмотреть, чем занимаются наши ведомства. Имеет ли место дублирование функций в разных ведомствах. Насколько эти ведомства в плане оргштатного расписания соответствуют тем целям и задачам, которые они должны решать. Если не углубляться в эту проблему, думаю, что в некоторых случаях нам придется, это в любом случае называется оптимизировать, возможно, какие-то ведомства будут сокращены, их количественный состав, а в некоторых случаях может произойти наоборот. Избранный президент отметил, что в процессе подбора и назначения кадров важную роль будет исполнять действующий закон об абхазском языке. Кратца пизар, крагер хатвизар, уиза туглез аша алозар. Ай хабира безшар дрозаров.
аматоропер хаглаз рвешадр зроб у яшо усо пишо а винткарра позахинджер усико а хубриг азнеш яша зроб из бангзар абстин фото милат рацфана убртки абребстаза арнапалаку абрецо процессква арнапалак зароб убртки акшероп убрета глазаша из нероп ишяшо абрезик цана абрезик яхопшна вос хускуме пахкот харша. Касаясь темы распространения в мире коронавирусной инфекции и угрозы ее появления в стране, Аслан Бжани отметил, что руководством предпринимаются все необходимые меры, чтобы защитить население республики. Я вчера встречался с господином Бганба, мы эту проблему обсуждали, докладываю вам. У нас определено 4 медицинских учреждения, подготовлены койко-места. Более того, на границе установлен тепловизор, завезены определенное количество медицинских препаратов, подготовлены мероприятия по пошиву вот этих необходимых масок и так далее. На этом этапе очень многое сделано, поэтому я не думаю, что ситуация выйдет из-под контроля. Имеющимися средствами ситуация контролируется. Посмотрим, к чему все это приведет. Ни у кого не должно сложиться такое впечатление, что для абхазских властей это полная неожиданность, никто ничего не знает, и никто ни к чему не готов. Это не так. Определенные действенные меры даже на этом этапе уже предпринимаются. Аслан Бжани отметил и на вопрос об его видении взаимоотношений с Российской Федерацией. Развитие двустороннего сотрудничества всегда будет в приоритете у руководства Абхазии, подчеркнул он. Что касается взаимоотношений с Российской Федерацией, намерен действовать в рамках тех договоров, которые существуют между нашими государствами. Часть положений этих договоров реализованы, часть не реализована. И обязательства, которые были взяты абхазской стороной, безусловно, должны быть доведены до конца. Более того, жизнь значительно богаче, и она не всегда вмещается в рамки договоров или соглашений. Мы будем делать все для того, чтобы наш обмен с Российской Федерацией стал более интенсивным. Мы будем сближать свои позиции по многим вопросам. Между нами, по большому счету, нет ни одной неразрешимой задачи. В рамках пресс-конференции, которая длилась около часа, избранный президент Абхазии ответил более чем на 20 вопросов. Саиджар Сали, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.